От последствий курения во всем мире ежегодно умирает более 8 миллионов человек. Страдают не только сами курильщики, но и те, кто вдыхает дым от их сигарет. В прошлом году Кыргызстан принял закон, запрещающий курение в общественных местах. В Организации всемирного здравоохранения этот документ посчитали огромным вкладом в борьбу с табаком и наградили Айнуру Алтыбаеву, председателя парламентской комиссии, которая занималась разработкой данного закона. Он шел очень трудно. В течение 3 лет было проведено очень много экспертиз, антикоррупционная экспертиза, общественная экспертиза, потому что было очень сильное табачное лобби, это надо сказать открыто, потому что, понятно, что для табачных компаний это сокращение ихнего бизнеса, потеря рынка. Для нас это было важно, потому что для нас было важно, чтобы этот закон был в Кыргызстане и работал. Такой закон работает уже в 120 странах. К сожалению, у нас был такой не очень сильный закон, который разрешал курить в общественных местах. Понятно, что когда мы говорим о запрете курения в общественных местах, это основная концепция этого закона была, мы говорим о здоровом поколении, следующем поколении. ВОЗ считают, что бороться с табакокурением – это нравственный долг каждого государства. В частности, предлагается тратить на эти цели ежегодно на одного человека $1.68. Речь идет о таких шагах, как бесплатная горячая линия для желающих бросить курить и всесторонняя поддержка этих людей. В Кыргызстане такие линии запущены давно, а после принятия закона о защите от табачного дыма началась активная антиникотиновая пропаганда. Мы обслуживаем все учебные заведения города Бишкек, в том числе и вузов, и СУЗов. Сейчас, после принятия закона, до принятия закона тоже у нас проводилось мероприятие по профилактике неинфекционных заболеваний, онкологических заболеваний в том числе. Но с принятием закона эта работа усилена. В учебных заведениях проводятся профилактические информационные работы, то есть разъяснительные работы о вреде курения, о вреде табака. И результаты уже есть. Опросы показывают, курящих людей в Кыргызстане стало меньше. Правда, радоваться еще рано. На смену обычным сигаретам пришли не менее вредные электронные. Нам предстоит работа, надо продолжить работу по профилактике о вреде электронных сигарет, так как сейчас молодежь более часто использует или перешли на употребление электронных сигарет и кальяна. Поэтому сейчас мы планируем проводить не только о вреде сигарет обычных, и о жевательных таблетках, никотинсодержащих, и о электронных сигарет. Соблюдается закон о защите населения от табачного дыма не только пропагандой здорового образа жизни. Штрафы – тоже весьма эффективное средство в борьбе с курением. В апреле за неисполнение требований антитабачного законодательства предприятие общепита оштрафовали на 550 тысяч сомов. Екатерина Такамбаева, Нуртан Сергеев, Пирамида.